Звуки трещотки зовут всех встать по стойке смирно, точнее в третью позицию. Спина ровная, плечи вниз. Первыми в день репетиции приходит младшая группа. Им бы задирать друг друга и валяться по полу, но строгий голос учителя заставляет вытянуться в струну. Легкая разминка, а затем отработка элементов национального танца. 4 года назад в новом районе Сухума танцор абхазского госансамбля «Кавказ» и черкесского «Меркурий» Аслан Багапш открыл хореографическую студию «Сапсан». 10 лет он вынашивал эту идею, прежде чем решиться осуществить. Я, в принципе, сам здесь вырос и понимаю, что очень много детишек вокруг ходят, как говорится, без дела. И вот решил как-то рискнуть. И, честно говоря, к этому шел лет 10, наверное. Потому что не каждый танцор, хороший танцор, может быть хорошим хореографом. Поэтому для меня это большая ответственность иметь дело с детьми. И я понимаю ту ответственность. Я знаю, что такой ребенок. Я сам все прошел с 4 лет, как говорится. И поэтому я понимал, какой труд предстоит. И смогу ли я донести до ребенка, найду ли я подход к детям, чтобы доносить то, чему меня учили в детстве. Набор в Сапсан объявляли только один раз. Тогда, как рассказывает Аслан, пришли 20 человек. А потом сарафанным радио разошлась слава на весь район. Сегодня, чтобы попасть в Сапсан, нужно отстоять очередь. У нас уже в листе ожидания, не знаю, на года 2 вперед дети стоят, но совсем отказывать им тоже не получается. Мне хочется добраться до всех, но превращать в кашу тоже не могу студию. Есть определенное количество людей в одной группе, во второй, в третьей. И мы как-то стараемся не нарушать это, потому что чем больше детишек, тем качество будет у нас теряться. Как рассказывает Аслан, научить танцевать можно даже медведя. Но вот зарядить духом никого не получится. Если нет внутри огня, зажечь на сцене не выйдет. И даже если техника исполнения будет безупречной, зритель не поверит. Вот здесь надо выплеснуть это все через голос, понятно? Нельзя так делать. Ну не то, что нельзя, это никому не нужно. Как рассказывает Аслан, дети приходят разные, каждому нужно найти подход. В этом заключается главная трудность, но при этом и основной интерес преподавательской деятельности. Наверное, с одаренными детьми, которых там природа и Всевышний наградил талантом, с ними даже, наверное, скучнее работать, нежели с теми детьми, кому сложно удается, потому что там реально твой вклад, а не природы. Поэтому как-то вот мы стараемся научить всех правильно и красиво танцевать. В Сапсане дают основу, учат основным элементам кавказских танцев. Но у Аслана Багапш есть мечта, что когда-нибудь студия станет ансамблем. Со своим реквизитом и дети будут регулярно выходить на сцену. Сегодня это, по его словам, невозможно. Как такого помещения, просто подходящего для ансамбля, нет. Хотелось бы, конечно, своих детей вывести самому на большую сцену. За счет родительских средств содержать ансамбль – это очень сложно. И я боюсь просто, что мы начнем выбирать детей не по их возможностям в танце, а по финансовым положениям их родителей. А, к сожалению, большая часть детей, которые ходят, я знаю, что просто не осилят какие-то там поездки, какие-то выступления, костюмы очень дорогие. Поэтому, наверное, я как-то сам соберусь, создам свой гардероб, попробуем найти какой-то зал, подходящий по графику. Может, нас здесь как-то смогут адаптировать, и тогда я думаю, что мы сможем тоже начать творить что-то свое. Но многие дети, которые тут занимаются, выступают в составе других детских ансамблей, участвуют в школьных мероприятиях, и часто хореографы, глядя, как танцуют воспитанники Аслана, мгновенно узнают его технику. Делать то, что любишь, масштабировать свое ремесло собственными усилиями, не ожидая помощи и не оправдываясь. Так действуют люди дела. Но дайте мне дух, понятно? Аслан Багапш – один из них. Марьяна Котова, Абаза ТВ.